2 июля 2002 года в Москве прошло заседание Организационного комитета «Победа», на котором были объявлены города, удостоенные почетного звания Российской Федерации. Город трудовой доблести. В их числе Ижевск. На федеральном уровне был по достоинству оценен трудовой героизм жителей Ижевска и Удмуртии в годы Великой Отечественной войны. Этому событию Национальный музей Удмуртской республики посвятил выставочный проект. И тыл в те годы фронтом был. Промышленные предприятия, работавшие в столице Удмуртии в годы войны, снабжали армию военной техникой и снаряжением. С января 1942 года за сутки заводы вооружали одну стрелковую дивизию и один авиационный полк. Ижевск за годы войны произвел столько же оружия, сколько вся промышленность Соединенных Штатов Америки, и в 2 раза больше, чем заводы нацистской Германии. На выставке представлен вклад машиностроительного завода, основного производителя винтовок и карабинов Мосина для Красной армии, а также авиационных пушек и пулеметов, металлургического, выплавка металла, деталей для оружия и военной техники, мотозавода, изготовившего более 83 тысяч станковых пулеметов системы «Максима», механического, производства противотанковых ружей, пистолетов и револьверов. Неоценим вклад в приближение победы директоров заводов, инженеров, техников, рабочих. Они работали по 12-16 часов в сутки, иногда неделями не выходили из цехов предприятий. Директор Ижевского машиностроительного завода Михаил Александрович Иванов все 4 военных года руководил промышленным гигантом. Валентин Петрович Кавер-Камзолов, заместитель главного конструктора Ижмаша, благодаря которому завод освоил производство новых образцов оружия. Леонид Тебеньков, возглавлявший Стахановскую бригаду металлургов, одну из первых в стране, получившую звание фронтовой. Эвакуированная из Тулы Антонина Шевелькова, фрезеровщица Ижевского мотозавода. После войны она вспоминала: «Мы вырабатывали по 2-3 нормы, и никто этому не удивлялся. Этого требовала война, защита Родины». Национальный музей Удмуртской республики расположен в здании арсенала Ижевского оружейного завода, в котором в годы войны было ложевое производство. Здесь изготавливали деревянные части для винтовок и карабинов. В этом же здании располагалась и мастерская по пошиву подсумков к винтовочным патронам. Ижевск в годы Великой Отечественной войны стал арсеналом Победы. Осенью 2022 года в сквере Победы напротив Вечного огня планируется установить стеллу «Город трудовой доблести». Прошли годы, но мы помним подвиг тружеников тыла, гордимся их мужеством и стойкостью.